Мой коллега Петр Дерягин тоже решил отправиться на север, но в Якутию, где местные жители сами снимают и сами смотрят. Только про себя и для себя. Якутская фабрика грез. Кино не для всех. Кинобум по-якутски каждый год. Фильмы от блокбастеров до мелодрам. Made in Республика Саха. Местный колорит, якутский язык, свои актеры и свой зритель. Билетов не было, мы только на 3-й день, по-моему, попали. На местные якутские? Да. Если выбор стоит там на Голливуд и якутский фильм, мы пойдем на якутский фильм. От сборов в республике у прокатчиков волосы дыбом. Местный полный метр портит планы голливудским магнатам. Голодные игры шли, да? И Хоптаха Гита, насколько я вот сейчас помню, он собрал больше, чем Голодные игры. Кискиль 2, Кискиль 3, они, насколько я помню, собирали больше, чем Гарри Поттера. Даже с Дисней, когда выходят большие фильмы, они уже сейчас вот интересуются, не выходят ли якутские фильмы одновременно с их фильмом. Кино быстрое в производстве. Одна из самых популярных студий «Детсад» с 2006 года выпустила 14 полнометражек, в основном комедии. Абсолютный успех «Кыскил» трилогии про приключения чудаковатого и наивного паренька. Он стал в Якутии народным героем. Нам хотелось как бы сделать своего Шурика, якутского Шурика. Можем ли мы снимать такое в Якутске? Понимаешь, у нас интерес такой. Перчатка брошена Голливуду. Похоже, такого правила придерживаются многие местные режиссеры. Якутский хоррор, пожалуйста. Боевики, их тоже немало. От по-тарантиновски кровавого фильма «Беглый» стынет кровь. По сценарию героям приходится выживать при минус 50 градусах. Для каждого якута это реалии местной зимы. Так что фильм, говорят, чувствуется кожей. Стабильно 47, 44, 56 был самый холодный день. В тот день мы снимали погоню на лошадях. Над историей молодой поп-звезды 90-х Аи Уола рыдала вся республика. Целый месяц лента биография шла при полных залах, сборы больше 8 миллионов рублей. Невиданный успех для независимого местного кино. Кумир молодежи Аи Уола для Якутии как Цой, Высоцкий и Майкл Джексон в одном флаконе записал 2 культовых альбома и умер в 20 лет от заболевания крови. После фильма ему поставили памятник. Стрижка под Аи Уола самая популярная. Производственное помещение на окраине Якутска. Здесь рождается первый в республике ситком, комедийный сериал. После 7 вечера, конечно, здесь как бы затихает все. И мы можем снимать хоть до утра. Вот наша команда по захвату телезрителей. Должно получиться что-то по типу знаменитых «Друзей», говорит режиссер Василий Булатов. На его счету уже первый в Якутии фильм «Катастрофа». Полгода с братом превращали родную республику в постапокалиптическую пустыню с помощью компьютерной графики. А этот фильм «Герои» при бюджете 100 тысяч в прокате собрал 5 миллионов рублей. Якутские Джеки Чан, Жан-Клод Ван Дам и другие персонажи кинобоевиков живут в отдаленном Улусе и раз в год устраивают турниры за звание чемпиона. Снимали кино буквально всей деревней. Нам нужны байкеры. Опросили их, да? И все семьи, там сколько там ребят было, да? Матери, отцы, там все шили эти костюмы, все это. Мы вообще были под впечатлением, то, что у них такой энтузиазм был. В обязательном порядке все якутские фильмы выходят и на DVD. Что вот есть у вас из якутского кино? Из якутского кино я бы вам посоветовала вот «Легенду быль». Девушка влюбляется в легенду, он как бы есть, его как бы и нет. Это любовная мелодрама. Боевики есть у вас? Боевики? Вот, такое что-нибудь мужское? Мужское? Про как сумоисты, ну только нашего... Якутские сумоисты? Ну да, как бы вот такие крепкие парни. Есть фильмы с призами зарубежных и российских кинофестивалей. Военная драма «Снайпер Саха» о Якутии, красноармейце, который, вопреки приказу, сохранил жизнь немецкому мальчику. Философская притча «Рыбак» о якутском отшельнике. В 2009 году министр культуры республики снял масштабный исторический фильм «Тайна Чингисхана» за 10 миллионов долларов. А это уже якутский артхаус. Группа людей случайно сбивает оленя, машина ломается, они голосуют, и никто не останавливается. Их словно не замечают. Эту сюрреалистическую историю снял Михаил Лукачевский.
Сцена вторая. Кадр второй. Есть, да? Есть. Его фильмы словно между сном и реальностью. Герои затеряны в мрачных декорациях, а все действие наполнено символами и метафорами. Красной линией идет образ дороги, как некого пути. Вот только куда? Кино это и вообще вот режиссура, да, такой, мне кажется, немножко шаманская такая профессия. 70 километров от Якутска село Немюгюнцы. В этих местах снимались десятки фильмов, от эпических баталий войск Чингисхана до научной фантастики. Местные киношники говорят, это Немюгювуд, якутская фабрика грез. Главный по грезам здесь Прокопий Наговицын, сельский учитель, знаток культуры древних якутов, народа Саха. Режиссеры приезжают к нему за консультациями. В одном только сарае у Прокопия целый музей, от бивня мамонта до подлинных предметов быта древних якутов. С таким обширным реквизитом однажды Прокопий решил сам попробовать снять кино. С тех пор соседские мальчишки и старики – герои его произведений. Немые, гипнотические фильмы, притчи объехали не один фестиваль авторского кино и даже брали награды. Можно артхаусом считать, но с одной стороны можно считать этнофильм, потому что тут в основном про характер, дух народа Саха. Эпизод, как мальчик поливает сухое дерево. И из сухого дерева вырастает такая зеленая веточка. И оказывается, вот Тарковский такой момент тоже был. Я как специалист об этом не знал. Все якуты – мечтатели и художники. Этим и объясняет бешеную популярность кино в крае вечной мерзлоты первый профессиональный режиссер республики Алексей Романов. Предки народа Саха долгими и холодными зимами слушали песни о героях древнего якутского эпоса Аланхо, представляя себе оживающие картинки. Экранизацию этого эпоса режиссер и называет главной якутской киномечтой. Был бы бюджет, вздыхает он, сделали бы круче, чем Питер Джексон. Эпосе Аланхо вот примерно почти такой же сюжет, такие же миры сказочные, как вот в «Властелине колец». Много различных сказочных существ, да, типа вот даже похожие на дракона, например, да. Алла-Магус, например, который имеет 8 ног. Нам бы хотелось на таком же уровне создать наш эпос Аланхо. Петр Дерягин, Марат Хапибулин, Евгений Маруськин, Сергей Чевелло, Первый канал, Якутия.